закон Клишеса-Крашенинникова, который называется «Об общих принципах организации законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации». Собственно, вот про этот закон я расскажу в данном видео, про свое отношение к нему, про историю процесса, как этот закон хотят принять, и что в этом законе содержится такое, что уничтожает фактически остатки федерализма, и почему мы против этого закона, и всякие прочие моменты я в данном видео подробно постараюсь рассказать. Сегодня 19 ноября 2021 года. Итак, немножко в историю. Значит, закон Клишеса-Крашенинникова об общих принципах организации законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации приняли в Госдуме в первом чтении. Госсовет Татарстана почти единогласно голосовал против. Ну, почти, потому что кое-кто не присутствовал. В Госдуме несколько депутатов от Татарстана также голосовали против, но Госдума большинством голосов в первом чтении этот закон приняла. Внести поправки можно до второго чтения, до 8 декабря 2021 года. Да, то есть, и в частности, Госсовет Татарстана внес уже несколько поправок. Но с моей точки зрения, эти поправки, по крайней мере, системные поправки, самые важные поправки, Госдумой приняты не будут, с моей точки зрения. Итак, вот давайте вначале я расскажу, что в соответствии с этим законом должно произойти, да, и затем уже более подробно, соответственно, расскажу об отношении к этому закону и так далее. Формально необходимость принятия этого закона продиктована внесением поправок в Конституцию Российской Федерации в 2020 году. То есть вы помните, вот когда на пеньках голосовали, какие-то там изменения в Конституцию и прочее, да, вот эта вся система. Вот, соответственно, для того, чтобы, значит, новую Конституцию, соответственно, формализовать дополнительно, соответствующие законы принять, да, вот они этот закон внесли, то есть Клишес-Крашенинников. То есть это такой формальный повод для внесения этого закона. В соответствии с этим законом, что будет происходить, если он будет принят? Я уверен, что он будет принят, потому что пока что я не вижу никакого гражданского общества, никакого сопротивления и так далее. То есть, первое, значит, кардинальные изменения будут в статусе регионов Российской Федерации, в статусе глав регионов, в статусе правительств регионов, в статусе депутатов региональных парламентов. Это касается не только национальных республик, это вообще касается национальных республик, областей, городов федерального значения и так далее. В частности, это касается города Москвы. Да, то есть не нужно путать федеральный центр, как путинский политический режим, который в Кремле сидит, и город Москва. Да? Мы в свое время помним, что был Юрий Лужков, это город Москва, и федеральный центр. Юрий Лужков это как бы такой, ну, не буду говорить хороший человек, это неплохой человек, и федеральный центр, который полностью все уничтожает. Да? Собственно, это у нас та система, которую вы понимаете. Вот. Теперь давайте посмотрим, что еще более подробно. Да? В частности, в соответствии с этим законом, депутаты региональных парламентов превратятся в федеральных госслужащих. То есть они будут называться федеральные госслужащие. И упростится процедура решения мандата у представителей региональной власти псевдофедеральным центром. Ну, вы понимаете, что ту систему, тот путинский политический режим, который сейчас выстроен, называть федерацией нельзя. Это совершенно не федерация, да, поэтому федеральным центром тоже его называть нельзя, поэтому я называю это псевдофедеральный центр. Де-факто региональная власть перестанет существовать. Это будет юридически закрепленное наместничество псевдофедерального центра путинского политического режима. Ну, то есть просто юридически закрепят то, что у нас наместник путинского политического режима в Республике Башкортостан, наместник путинского политического режима в Республике Татарстан, наместник путинского политического режима в городе Москва, да? Наместник путинского политического режима в городе Воронеж, ну там в Воронежской области там, и так далее. Дальше. При формировании исполнительной власти субъектов Российской Федерации путинский политический режим получит возможность согласовывать либо не согласовывать целый ряд ключевых министров региона. То есть, грубо говоря, вот из администрации президента Российской Федерации будут решать, кто будет министром в каком-то регионе.
То есть они будут согласовывать, либо не согласовывать. И они могут сколько угодно раз не согласовывать, пока нужного министра не предложат соответствующие якобы региональные власти. Да, то есть, чтобы было понимание. Дальше, в соответствии с этим законом, существенно ограничиваются полномочия субъектов федерации и расширяются полномочия прокуратуры и прочих контрольных органов по контролю над субъектом федерации. То есть максимальный контроль со стороны путинского политического режима и псевдофедерального центра. Дальше, согласно этому закону, поменяется избирательное законодательство. Вот по разным регионам, я не могу сказать как, да, но вот в частности по Москве, в субъекте федерации город Москва, согласно данному закону, не менее 25% Мосгордумы будет избираться по партийным спискам. Согласно этому закону. Да, чтобы вы понимали. То есть нормальные независимые депутаты, которые никак не связаны с какими-то там партиями, пробраться не смогут. То есть их специально вот этим законом уничтожают на подходе. Да? То есть, ну, у нас в Республике Башкортостан там немножко по-другому делается, то у нас еще хитрее все. Но тем не менее, то есть, если в каких-то регионах что-то там было возможно, да, то есть максимально все это, значит, усложняется и так далее. Дальше, очень такой интересный пункт. Глава субъекта может быть отстранен от должности не только по причине коррупции, но и в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Да? То есть вот такой закон, что просто в связи с утратой доверия, значит, путинский политический режим будет иметь возможность отстранять любых, соответственно, руководителей субъектов Российской Федерации. Да? То есть, вот, допустим, народ выбрал какого-то руководителя субъекта федерации, а его какой-то левый чувак берет и отстраняет. И это законно, в соответствии с этим законом. То есть, нужно понимать, что, другими словами, этот закон – это полное уничтожение остатков федерализма. Да? То есть, де-факто федерации у нас давно уже нету, федерализм отсутствует, но какие-то вещи еще были закреплены, но де-факто этот закон – это полное уничтожение остатков федерализма. И вот тут важно понять еще, что у нас происходит в Республике Татарстан. Да? В Республике Татарстан, и почему там все это так происходит, давайте я так немножко расскажу. Значит, смотрите, в Республике Татарстан это единственный регион Российской Федерации, в котором глава региона называется президент. Президент Республики Татарстан. И вот в одном из видео предыдущих я говорил, что вот эта должность убирается в соответствии с этим законом, да, а вот в этом видео я уточняю, что на самом деле то, что убирает название должности президента Республики Татарстан, это не самое главное, да. Вот то, что более главное, чем убрать название должности, в этом видео я, в принципе, вам рассказал, в соответствии с этим законом Клишеса Крашенинникова. И вот если вы посмотрите на СМИ разные, там, на что тут обсуждается, значит, в разных новостях и так далее, вы в большинстве случаев этого не услышите, не увидите. То есть максимум, что обсуждают, это вот должность, там, президент, не президент Республики Татарстан. Все. Да? Почему? То есть у нас отсутствуют СМИ нормальные, у нас отсутствует нормальное гражданское общество, у нас отсутствуют люди, которые не боятся об этом смело говорить, у нас вообще отсутствуют какие-то, значит, прочие моменты, которые должны быть в нормальном государстве, в нормальном обществе. Да? То есть это, по сути, ключевой закон, который уничтожает федерализм и тишина. Да? Вот обратите на это внимание. Теперь, что касается моей позиции. Значит, смотрите. Я являюсь руководителем федеративной партии в Республике Башкортостан. Данная партия не была зарегистрирована и, соответственно, не принимала участие в выборах в Государственную Думу, которое вот недавно было. В соответствии с этим, в соответствии с моими идейными установками, я сторонник федерализма. Я считаю, что в Российской Федерации было бы логично, чтобы был федерализм. Да? И моя позиция здесь, естественно, такая. Я абсолютно против закона Клишеса Крашенинникова об общих принципах организации законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Это раз. Также я еще раз повторяю, что я признаю субъектность и территориальную целостность Республики Татарстан и право руководителя Республики Татарстан именоваться президент Республики Татарстан. И также я еще хочу добавить, что я признаю право граждан Республики Татарстан формировать органы власти Республики Татарстан.
Да, вот, собственно, такую декларацию я как бы еще раз хотел повторить. И также по поводу моей позиции, да, вот смотрите, федеративная партия, она не была зарегистрирована и не принимала участие в выборах в Государственную Думу. И я прекрасно понимаю, что она в рамках путинского политического режима не будет зарегистрирована. Потому что задача путинского политического режима – это уничтожить полностью федерализм, уничтожить национальные республики. Ну, либо же, если никакого сопротивления, если начнется какое-то сопротивление национальных республик, то, соответственно, довести ситуацию до того, чтобы, значит, как бы вот этот закон принять, да, первый этап, соответственно, а республики формально не уничтожать. То есть они как бы формально будут оставаться, но полностью контролироваться президентом Российской Федерации. Как бы, да, вот, как у нас, в принципе, сейчас в Республике Башкортостан происходит. То есть, как бы, да, вот вы мою мысль немножко понимаете, да? То есть, соответственно, федеративная партия, она в рамках путинского политического режима совершенно точно не будет зарегистрирована. И поэтому я свою позицию в одном из предыдущих видео уже говорил, еще до выборов. Когда вот меня спросили, за кого голосовать, я сказал, что делайте, что хотите, да? То есть, за кого угодно голосуйте, там все равно не будет, соответственно, тех структур, тех партий, там, лиц и так далее, которые будут отстаивать те интересы, которые нам важны. И вот мой ответ такой, что, как бы, для чего я говорю про федеративную партию, зачем я, собственно, вступил в эту партию и, как бы, руковожу филиалом в Республике Башкортостан этой партии, да? Почему? Потому что после падения путинского политического режима есть разные варианты развития событий. И в случае, если государство не распадется, то нужно будет делать федерализм, как-то заново все обустраивать и так далее. И тогда вот совершенно логично федеративная партия, она будет очень к месту. Да? И поэтому вот сейчас я еще раз повторяю, что я за федерализм, соответственно, я против закона Кришина-Крашенинникова, то есть это на будущее. Да? Вот. И, соответственно, я поддерживаю Госсовет Республики Татарстан в том, что они против данного закона. И я поддерживаю, соответственно, наименование должности президента Республики Татарстан и борьбу братского татарского народа за федерализм. К сожалению, у нас, собственно, башкирский народ на текущий момент, он как бы внутри Республики Башкортостан, он не борется особо, да, за федерализм. Как бы, то есть, ну, может быть, кто-то борется, но вот на таком уровне, как в Республике Татарстан, это у нас на текущий момент невозможно. Вот что я хотел сказать. Собственно, на этом все. Ну, может быть, кому-то не понравится то, что я скажу, но я все-таки скажу. Татарвар ауга. Хотя вот в татаро-башкирском дискурсе я, соответственно, на башкирской стороне, да, но вот в данном случае я думаю, что эта фраза вполне уместна. Всего хорошего, удачи!